На финишной прямой до старта основного голосования на выборах президента России осталось 2 дня. Подготовка на избирательных участках почти завершена. Слаженная работа сотрудников избиркома поможет жителям республики комфортно и без затруднений оставить свой голос за выбранного ими кандидата в президенты Российской Федерации. Об особенностях предстоящих выборов сегодня рассказали сотрудники Центральной избирательной комиссии на пресс-конференции в Уфе. Сюжет Наили Нуреевой. Значит, в этом месте будут 4 кабинки установлены. Здесь места для наших уважаемых наблюдателей. Здесь наблюдатели будут. И здесь установится 2 КАИБа. В здании Туймазинской школы выборы пройдут не впервые. Здесь, как и на остальных избирательных участках республики, подготовка идет полным ходом. Уже установлены специальные камеры, на подходе технологическое оборудование и КАИБы, комплексы обработки избирательных бюллетеней. Не забыли и про голосующих с особенностями здоровья. Для маломобильных граждан у нас предусмотрена кнопочка вызова. То есть кнопочку нажимает, на вахте идет сигнал, выходит, встречаем и сопровождаем. Открываем двери и сопровождаем непосредственно до, где происходят выборы. Во все избиркомы завезены бюллетени и сейф-пакеты. Кстати, главным нововведением нынешних выборов президента России стало не только 3-дневное голосование, но и усиленное средство защиты – марки для сейф-пакетов в период ожидания подсчетов. Они приклеиваются на сами избирательные бюллетени, и плюс выдаются сейф-пакеты, на которые тоже наклеиваются в этот раз, тоже тоже специальные марки. Это вообще отличительная особенность даже от выборов 2018 года. В 2018 году, например, были специальные марки для избирательных бюллетеней, но не было для сейф-пакетов. Всего для Республики Башкортостан издательством «Белая река» изготовлено почти 3 миллиона бюллетеней. Традиционно учли и голосующих на родном языке. Для них предусмотрено 358 тысяч бланков на башкирском и чуть более 160 тысяч на татарском языках. Сегодня все участковые избирательные комиссии получают избирательные бюллетени для голосования избирателей. В территориальных избирательных комиссиях получают последние наставления, проводятся последние семинары, обучение. И завтра все участковые избирательные комиссии начнут оформлять эти бюллетени. То есть будут наклеиваться марки, ставятся печать, 2 подписи членов участковой избирательной комиссии, и они уже закроются в сейф до дня голосования. Выбрать президента можно и на дому. Такая мера предусмотрена для людей, которые по уважительной причине не могут прийти на избирательный участок. В рамках проекта «Информвик» этой услугой решили воспользоваться 8% избирателей. Созданы 5 специализированных участков для голосующих со слабым зрением в Уфе, Стерлитамаке и Белебее. Более 3500 зданий обеспечены пандусами, настилами и кнопками вызова. Организованы избирательные участки и в лечебных учреждениях, санаториях, СИЗО, исправительном центре и на Уфимском железнодорожном вокзале. Проголосовать на выборах президента смогут и служащие на СВО. На территории тех 4 новых субъектов Российской Федерации организованы избирательные участки в общем порядке. Кроме того, в местах дислоцирования воинских частей образованы временные избирательные участки. Такое допускается законодательством. С 29 февраля по 2 или 3 марта проводилось досрочное голосование на этих территориях, где, по нашей информации, уже очень много военнослужащих смогли проголосовать досрочно. Но вместе с тем в ближайшие 3 дня голосования. Такое голосование там также будет. И наши бойцы с территории Республики Башкортостан, которые находятся сейчас в зоне проведения специальной военной операции, смогут проголосовать. Жители и гости республики, отдавшие свой голос на выборах, получат скидки до 20% в магазинах, салонах красоты, автосервисах, театрах и возможность выиграть электросамокат, телевизор и другую цифровую технику. Список партнеров акции можно посмотреть на сайте rahmat102.rf. Там же необходимо зарегистрироваться, чтобы принять участие в розыгрыше ценных призов. Браслеты с QR-кодом будут раздавать волонтеры. А узнать адрес своего участка можно на портале Госуслуги, на сайте ЦИК или в информационно-справочном центре по бесплатному многоканальному телефону 8 800 200 0020. Подготовительные работы к выборам президента Российской Федерации практически завершены. На территории Башкортостана задействованы около 3000 избирательных участков, которые 15, 16 и 17 марта ждут жителей Башкортостана сделать свой выбор. Наиля Нуреева, Вадим Исламов, новости, Уфа.